Нашего телеканала продолжит брифинг оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Узнаем о текущей эпидобстановке и принимаемых мерах в регионе на 26 августа. Ольга Владимировна, здравствуйте. О текущей эпидемиологической ситуации в нашей республике. Добрый день. Сегодня на 26 августа в Якутии всего за сутки зарегистрировано 46 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе в городе Якутске 22 случая, в Оленёкском 5 случаев, в Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Татинском по 3 случая, Хангаласский, Неренгринский 2 случая, по 1 случаю зафиксировано в Алданском, Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Усть-Алданском, Чурапчинских районах. Мы занимаемся точно так же выявлением ближайших контактов, занимаемся их изоляцией и профилактическим лечением. Всего за прошедшие сутки у нас лабораториями проведено свыше 2700 исследований. За весь период это составило 368 тысяч. К сожалению, за прошедшие сутки зарегистрировано 2 летальных случая. Приносим соболезнования родным и близким. Наверное, сегодня самая актуальная тема – это подготовка дошкольно-школьному сезону, когда у нас детки собираются в наши образовательные учреждения. И мы неоднократно говорили, и сейчас хотелось бы повторить, о подготовке со стороны медицинских организаций. Мы привыкли, что мы уходим в школы, в садики обязательно, когда впервые поступают дети, с медицинскими осмотрами. В этом году у нас изменились правила. Мы медицинские осмотры будем проводить непосредственно в школах, а в детских садах это медосмотры уже начаты, тех детей, которые впервые поступают в детский сад. Акцентирую ваше внимание, что для школ справок на коронавирусную инфекцию не требуется. Для садиков будет требоваться справочка о противоэпидемических мерах и эпидобстановке на домашних адресах, и в том числе по заболеваемости коронавирусу. Данную справку можно будет получить в городе Якутске, организовано в детских садах, когда вы будете проходить профилактический осмотр. В районах это единое окно, где вы можете обратиться и получить справку, как и в привычной ситуации, по эпидобстановке. В большинстве наших учреждений уже начаты ограниченные плановые приемы. Акцентирую внимание, что плановые приемы только по предварительной записи. Также мы продолжаем диспансеризацию, профилактические осмотры как взрослых, так и детей, но также по предварительной записи с соблюдением всех санитарно-противоэпидемических мероприятий. Спасибо большое. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба о текущей ситуации с коронавирусом в регионе на 26 августа. Оставайтесь с нами.